Бисмиллахи рахмани рахим. Мусульманам современным, не только современным, в течение последних нескольких веков вообще свойственно искать причины нынешнего состояния мусульман. Мусульмане пытаются найти причины, почему же мы отстали в цивилизационном плане, почему мы отстали от Запада, почему мы отстали от Азии. Некоторая горечь утраченной бывшей славы постоянно будоражит умы мусульман. И вместо того, чтобы искать их самих, мы находим, вернее, мусульмане пытаются найти беды, скинуть со своих плеч все эти беды на плечи там, евреев, пытаются доказать, что виноваты западные политологи, там, виноват Запад, виноваты империалисты, виноват еще кто-то. Вот. Пытаются, но тем не менее, я думаю, что многие течения, которые сегодня функционируют, действуют на пути ислама, они пытаются найти проблемы этого застоя в самой религии. Это очень ошибочная ситуация. Это свойственно последним векам мусульманской цивилизации. Когда мусульмане вместо того, чтобы просвещаться, вместо того, чтобы развивать гуманитарные науки, вместо того, чтобы модернизироваться в технологиях и так далее, мусульмане начинают искать проблемы в религии. Они объявляют масхабы, они объявляют суфизм, они объявляют врата из джихада. В конечном итоге они даже объявляют о том, что сунна, то есть сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, являются препятствием на развитие мусульманской цивилизации. Они объявляют, что именно избавляясь от этих элементов нашей религии, мусульмане якобы обретут былую славу. Но факт в том, что история показывает нам обратное. Были в истории ислама цивилизации, которых можно было бы назвать современным языком сверхдержавами, супердержавами, которые диктовали свои условия, которые были доминирующими в мире. Это был аббасидский халифат, это Османская империя, это Великая империя моголов, которые ни в чем не уступали другим цивилизациям и наоборот превосходили их. Но в них, вот этим элементам религии, которых я упомянул, уделялось большое внимание этим элементам. Никто их не игнорировал, никто их не воспринимал как препятствие на пути развития. А современным мусульманам, и в частности мусульманам, которые проживают в последних нескольких веках, свойственно. Они вместо того, чтобы заниматься более сложным просвещением, конечно, более сложным призывом, более сложным процессом модернизации, они объявляют врагами ислама, врагами вообще мусульманской цивилизации вот такие религиозные вещи. Ни сунна, ни суфизм, ни масхабы, ни врата из джихада они не препятствуют в действительности. И эта история нам показывает, по примеру тех держав, которые я упомянул. Поэтому я думаю, что мусульманам следует отойти от этого обвинения нашей же своей религии в том, что якобы ее части, которые упоминал пророк или которые излагал пророк, мешают развитию, модернизации исламской цивилизации. В том, что прекратили существование вот эти великие мусульманские державы, которые были доминирующими, которые были развиты. Причин в действительности очень много, но одно из них, и самое важное, я думаю, в том, что мусульмане свои ресурсы, которые у них накопились, вместо того, чтобы пускать в инновации, в развитие, они стремились пустить в роскошь, в потребление, в культуру потребительности и так далее. Вместо того, чтобы выращивать поколения, создавать поколения следующих мусульман, которые бы превосходили их, они вместо этого предпочли роскошную жизнь, дворцы и тому подобное. То же самое наблюдается сегодня в мусульманском мире. Мусульманские страны, которые владеют колоссальными энергоносителями, около 70% всех энергоносителей в землях мусульман. Но тем не менее мусульмане чем увлекаются? В мусульманском мире существуют элиты, которые контролируют эти ресурсы, но тем не менее они не стремятся к просвещению, они не стремятся к инновациям. Многие из них занимаются тем, что тратят деньги на роскошь, на дворцы, понимаете? А весь остальной народ, он живет в невежестве. И при этом эти страны
располагают огромными ресурсами. И вместо того, что, как я уже говорил, влаживать эти ресурсы в инновации, в развитие нации, в развитие мусульманской умы и цивилизации, мусульманские элиты занимаются роскошью, занимаются то, что пророк назвал исрафом. Общий процент денег, которые были пожертвованы на развитие ислама, на инновационное развитие ислама, ни в коем случае не сравнится с тем, которые они тратят на покупку футбольных клубов, на покупку всяческих вилл на Лазурном берегу и тому подобное. Поэтому мусульманам следует очень, как говорится, глубоко понять значимость просвещения, значимость приобретения неких инноваций, технологий в общем современном мире. И не искать проблемы постоянно в исламе, не искать проблемы в том, что у нас есть правовые школы, масхабы, не искать проблемы в том, что функционирует суфизм, не искать проблему в том, что сунна якобы является препятствием на пути развития мусульманской мысли и вообще мусульманской цивилизации в общем. И выход в данном случае, естественно, мусульмане должны обратить внимание на себя. Они должны совершенствоваться, они должны всесторонне совершенствоваться, не изучать только религиозные знания и, соответственно, потом враждовать с ними же, а углубляться и в гуманитарных знаниях, в пиар-технологиях, в технологиях в общем. Мусульмане должны в этом развиваться. Как сказал Всевышний Аллах, Аллах не изменяет народ, не изменит народ в лучшую сторону, пока этот народ сам себя не изменит. Поэтому всем нам следует обратить на себя внимание, заняться просвещением, самообразованием и развитием в общем.